В сегодняшний век информационных технологий вести покупки через интернет – привычное дело. И в наступающем году бумажный процесс уступит место электронному для некоторых заказчиков уже на федеральном уровне. В стране проводится реформа системы государственных закупок. Она направлена на реализацию единого цикла формирования, размещения государственного заказа уже в социальных сетях. Семинар проводят представители федеральной торговой электронной площадки ТЭК-торг, одной из крупнейших среди 8 электронных площадок по стране. Сейчас вся страна стоит на пороге больших, можно сказать, революционных изменений в сфере государственных закупок. Происходит окончательный переход от бумажных видов закупок к электронным. То есть все закупочные процедуры с 1 января 2019 года будут проводиться на электронных площадках. Именно этому и посвящен наш семинар, чтобы предварительно, заблаговременно помочь заказчикам Республики Ингушетия подготовиться к переходу на полностью электронные формы закупок. Мы планируем на этом семинаре рассказать о том, как проводятся новые виды закупок, показать на примере площадки ТЭК-торг, как эти процедуры выглядят на экране монитора каждого работника. Вести обучающий семинар приехали квалифицированные специалисты, среди которых и эксперт по государственным закупкам ТЭК-торг Юлия Романова. В частности, лектор рассматривает последние изменения в сфере государственных и муниципальных закупок, а также новые правила в электронной сфере размещения, с которыми предстоит столкнуться заказчикам. Все это будет происходить автоматически. От заказчика требуется только знание применения новых требований закона. И когда заказчик зайдет в свой личный кабинет на электронную площадку, уже ему будет доступен функционал размещения процедуры непосредственно в электронной форме и проведения всех основных этапов. Это рассмотрение поступивших заявок и в дальнейшем заключение контракта по процедуре. Будет значительно экономить время при подготовке заявки, при подаче заявки со стороны участника и также со стороны заказчика. В зале Назрановской администрации собрались представители различных государственных учреждений и организаций, которые занимаются закупкой нужной продукции для своих ведомств. Для наших заказчиков этот семинар – хорошая площадка, чтобы повысить базу теоретических и практических знаний в сфере своей работы. Благодаря этим семинарам мы много что узнаем, повышаем свою квалификацию и контрактные управляющие, и бухгалтера, поскольку участвуя в закупках, мы как бюджетная организация выставляем постоянно на торги, участие в аукционах принимаем. Поэтому мы должны знать все новости, все изменения. Как говорится, никто не хочет платить штрафы. Все это, чтобы быть в курсе всех изменений, поскольку постоянно законы меняются. Поскольку электронная форма, электронный аукцион, они доказали свою эффективность, доказали свою конкурентоспособность. Реально они самые конкурентоспособные. Конкуренция именно в электронной форме больше достигается. Поэтому изменения в закон таковы, что все закупки заказчики обязаны будут проводить с 1 января следующего года в электронном виде. Это очень сложно. К этому нужно приготовиться, это нужно понять, потому что закон начнет работать с 1 января 2019 года в этом направлении, но и также с 1 января начнутся уже проверки. Семинар включает две секции. Кроме рассмотрения изменений закупок для заказчиков, эксперты также расскажут про изменения, которые коснутся поставщиков. С начала 2019 года поставщики аккредитацию будут проходить не на электронных площадках, а будут проходить ее через единую информационную систему. Но в дальнейшем это облегчит работу, так как, проходя один раз аккредитацию в единой информационной системе, они получают аккредитацию на всех федеральных электронных площадках и смогут работать на всех электронных площадках. В завершении семинара все слушатели также получат сертификат о пройденном обучении. Но главный плюс для наших госзаказчиков – готовность к новым изменениям в федеральном законе о госзакупках. Закон существует в стране с января 2014 года, и изменения, внесенные в закон в июле текущего года, начнут действовать уже с января 2019. Дана Плиева, Ислам Арапиев, Новости 24.